У нас сегодня большой праздник, это день становления гагаузской автономии. В 1994 году был принят закон об особом правовом статусе Гагаузии, Гагаузии, и мы сегодня празднуем этот большой праздник. В этот день гагаузы и вместе с ними народ, который проживает на этой территории, приобрели государственность и известность всему миру. Я думаю, что закон этот был принят еще 21 год назад, но по сегодняшний день я не могу считать, как активист становления этой республики, я не могу считать, что этот закон действует в полной мере. Он еще не доработан, нужны большие доработки, новые поправки, и чтобы этот закон работал в пользу гагаузского населения. Меня здесь очень долго времени не было. Я приехал, Камрад очень сильно изменился. И смотрю, что в Доме культуры постоянно какие-то концерты даются, какая-то работа производится. Это я заметила. Ну и вообще город очень сильно изменился. И я почувствовала здесь просто себя счастливой. Это большой праздник для нас. Но что вам сказать? Я вообще поздравляю всех народ. Этот народ завоевал праздник. Потому что если бы народ не поднялся, этого праздника не было. Как вы думаете, соблюдается ли статус автономии? Наверное, нет. Почему? Нет. Да здесь не поймешь. Здесь каждый портфель хочет иметь. Как в Молдове, как и здесь. Понимаете? Я именно молодежь, что молодежи дают? Все убегают отсюда, а мы старики. А что нам? Мы здесь стояли, здесь учились, здесь работали. Здесь остался только продать и асфальт, и все. Остальное все продано. Да? Согласие с обоих сторон и дало возможность иметь автономию в составе Республики Молдова. Как вы думаете, соблюдается ли статус автономии на сегодняшний день? Насчет статуса, сегодня говорили, мы тогда говорили, что документы были составлены очень грамотно. И, понимаете, Народный фронт был всегда против. Всегда был против. А их было большинство тогда. Они как бы приняли этот закон, парламент утвердил его. Но в Конституции не все документы вошли. Потом, когда стал Ворониным президентом, он имел 71 депутат. Его фракция имела. Он имел возможность нам дать все вот эти документы, все эти статьи утвердить. Но получилось так, что некоторые статьи урезали нам. И вот так получается, что жизнь, она такая штука, что каждый день надо бороться. Надо доказывать, что ты есть. Если ты будешь молчать, тебя задавят. Это жизнь такая. Сегодня день Гагаузии, насколько я помню. Как вы думаете, соблюдается ли статус автономии? Я думаю, что я не точно думаю, она не соблюдается вообще. Она не соблюдается. Ну, потому что у нас такая власть республиканская. Вот и все. Вот вы как житель города что замечаете, как житель автономии? Ничего хорошего я не замечаю. Если так сказать точно. Ничего хорошего я не замечаю. Хотя, может, наши власти, вот Народное собрание, может, они стараются, может быть. Но нам мешает центральная власть. Все. Они очень не точно мешают, они ставят палки в колеса, можно сказать. И сильно ставят палки в колеса. Сегодня 21-я годовщина Гагаузии. Как вы думаете, соблюдается ли статус автономии на сегодняшний день? Я считаю, что на сегодняшний день соблюдается статус Гагаузии. У нас есть свой язык, у нас есть граница автономии, которая соблюдается. День празднуется автономия, автономное образование Гагаузии. Значит, и значение ее огромное. Во-первых, защита закона, защита территорий, понимаете, самих людей защита. Значит, потому что республиканское правление совсем другое подразумевает. Значит, они как бы наднациональное правление, а мы, в принципе, не можем практически с этим национальными идеями их не согласиться, и потому, значит, попросили автономию. И слава Богу, что
не понимая они значения этого праздника, значения вот этого самого, значит, да, с большими там вопросами, они с большими ущемлениями дали автономию. Значит, ну, я вам скажу, что она практически в полной мере не реализуется. Потому что автономию дали, а самостоятельность, как она определяет, не определили.